Всем привет! Добро пожаловать на первую презентацию Poco в этом году. Меня зовут Ангус. Я возглавляю отдел продуктового маркетинга Poco Global. В 2025 году исполняется 7 лет с момента появления бренда Poco. Мы отгрузили по всему миру свыше 74 миллионов смартфонов. Это достижение было бы невозможным без поддержки наших фанатов и пользователей. И вот мы представляем нашу новую серию Poco X7. В этом году мы хотим поднять скорость на новый уровень, выкручивая ее на максимум. Мы впервые в мире представляем один из самых мощных процессоров в индустрии — Dimensity 8400 Ultra в X7 Pro. И как в прошлом поколении, 8400 Ultra очень похож на 9400. Та же архитектура для AI и ISP. И такая же технология ОЗУ и ПЗУ. X7 Pro смог набрать больше 1,7 миллиона баллов в AnTuTu, оставляя многих конкурентов далеко позади и становясь недосягаемым для многих гаджетов в сегменте и даже на уровень выше. X7 Pro получил редкую большую батарею на 6000 мАч. Это первый раз, когда мы ставим 6000 мАч в серию X. Запаса просто уйма. Благодаря золотой связке из 6000 мАч и 90 Вт Hypercharge, полная зарядка до 100% занимает всего 42 минуты. Это, вероятно, одно из самых удачных сочетаний скорости зарядки и автономности на рынке. Батарея сохраняет до 90% своей емкости даже после 1000 полных зарядов. Мы ответственно заявляем, что автономность — один из ключевых элементов при разработке наших смартфонов. Для любителей игр мы представляем Wild Boost Optimization 3.0 в X7 Pro. Wild Boost Optimization 3.0 действительно помогает сразу в 4 аспектах. Мы много чего обсудили. Хватит слов, пора доказать на практике. Мы взяли X7 Pro и сравнили его с конкурентом стоимостью под $1000, проведя прямое сравнение. Мы сыграли несколько партий в PUBG, вот что из этого получилось. При включенном режиме 90 FPS во время игры в PUBG X7 Pro смог показать чуть более высокий кадр в секунду, чем его дорогой оппонент. Хотя разрыв по FPS был минимален, теперь смотрим на яркость, которая тоже примерно одинакова. Но важно подчеркнуть, что ценовые сегменты у двух устройств совершенно разные. Таким образом, можно задаться вопросом, есть ли у нас преимущество, если оба гаджета хороши в первых двух тестах. Когда дело дошло до температуры, вот здесь стало заметно отличие. X7 Pro оказался лучше в плане нагрева. Там всего около 37 градусов. Он почти не нагревается. А у конкурента выше 40. Но важны не только FPS, яркость и температура. Мы также посмотрели, сколько энергии уходит за 30 минут игры. Оказалось, что X7 Pro потребляет меньше, а значит, сможете сыграть больше партий на одном заряде. Мы внедрили Liquid Cool Technology 4.0. Это наша новейшая система охлаждения 3D Ice Loop. Ее главное преимущество в том, что площадь жидкостного охлаждения достигает 5000, при этом сохраняя минимальную толщину. Она рассеивает тепло быстрее и эффективнее. Poco X7 Pro. Скорость на максимум. Это наша новая производительность. Флагманский чип, улучшенные батареи и зарядка. Xiaomi HyperOS 2 для плавной работы системы, Wild Boost Optimization 3.0 для отличного игрового процесса и, наконец, Liquid Cool Technology 4.0, чтобы всегда оставаться прохладным. Все это дает вам скорость, которую вы еще не видели. Вот так выглядит X Pro в желтом цвете. У него двойная палитра и двойная текстура, при этом желтая часть выполнена из мягкого материала. Для тех, кто предпочитает смелый дизайн, это идеальный вариант. X7 Pro станет первым устройством Poco, получившим степень защиты от воды и пыли IP68. На протяжении многих лет мы слышали, что это одна из самых востребованных функций, которые фанаты хотели видеть. И вот мы ее воплотили. Итак, это наш дизайн X7 Pro, обновленный внешний вид с двухцветной расцветкой, плоскими гранями и потрясающим дисплеем спереди. А еще в X7 Pro есть целый набор AI-инструментов, работающих на нашем AI-движке. AI-заметки, диктофон, субтитры, переводчик и фильм. Все они могут быть крайне полезны, будь то работа или поездки. Мы возвращаем в серию X сенсор Sony IMX882 в качестве основной камеры, который уже встречался в нашей F-линейке. На аппаратном уровне это огромный шаг вперед. Sony IMX882 — это продвинутый сенсор, который действительно способен серьезно улучшить качество снимков.
Как все знают, свет — ключевой момент фотографии. Чем больше света, тем выше четкость. В этом году пропускная способность на 65% выше, чем в прошлом году. Вот наш первый пример кадра, сделанный на основную камеру в режиме 50 МП. А на сверхширокоугольный объектив мы сделали еще более креативный снимок, где вовсе не нужен портретный режим, чтобы получить такой классный кадр с моделью. Вот мы и обсудили фотофункции, но не забудем о видеосъемке. X7 Pro нацелен на флагманский уровень и в видеовозможностях. Первое, что я хочу отметить, это 4К и 60 кадров в секунду с двойной стабилизацией OIS и EIS. Это очень нужно, чтобы сохранить самые ценные моменты путешествий. Вот такой у нас модуль камеры X7 Pro. С таким количеством аппаратных и софтверных улучшений прогресс камеры действительно скорость на максимум. А если взглянуть на сравнение нашей топовой версии с похожими моделями в этом же классе, мы обходим их по всем параметрам. И при этом на $100 дешевле в варианте 12 плюс 512, тогда как у конкурента 8 плюс 256. С уверенностью скажу, Poco X7 Pro останется нашим самым сильным и самым выгодным смартфоном по соотношению цена-производительность. Итак, раз уж мы закончили разговор про X7 Pro, давайте рассмотрим еще более доступное устройство, которое при этом дает схожую мощность. Встречайте, Poco X7. У Poco X7 есть три шикарных цвета. Зеленый, серебристый и черный с желтыми акцентами. Смотрится это просто потрясающе. Причем X7 стал первым аппаратом Poco с закругленными гранями с обеих сторон. Это также наш первый 3D изогнутый дисплей, что многим нравится. Но не буду подробно останавливаться. Главное, что этот экран действительно топовый. У него все как у Pro, 1,5К Crystal Res AMOLED, 1920 Гц шин, сертификация TÜV Rheinland и поддержка функций вроде Wet Touch Display. И, разумеется, надежность. Как у X7 Pro, тут IP68. Мы понимаем, что у обладателей изогнутого экрана может быть больше вопросов к прочности, поэтому на X7 мы установили Corning Gorilla Glass Victus 2. В X7 мы используем Dimensity 7300 Ultra, который тоже построен по 4-нанометровому техпроцессу TSMC, так что он и мощнее, и экономнее в плане энергопотребления. По сравнению с и без того неплохим прошлогодним чипом, производительность выросла на 12% в целом и примерно на 10% по части GPU. Кроме того, у него отличная автономность, аккумулятор на 5110 мАч и быстрая 45-ваттная зарядка. Можно работать до 15 часов подряд и полностью зарядить за 52 минуты. Это наш X7, наш свежий номерной смартфон. По всей линейке X7 заметен прогресс, и мы добавили много Pro-фишек в модель без приставки Pro. Они теперь ближе, чем когда-либо. А если сравнить с конкурентами в похожей ценовой категории, они едва ли дают такую же производительность и автономность. Плюс они дороже на $100, даже если брать нашу старшую модель. Так что мы рады объявить, что серия Poco X7 в целом будет доступна на этих площадках уже с 9 января. Сегодня у нас настоящий сюрприз для фанатов и пользователей со всего мира. Встречайте, первый глобальный коллаборационный смартфон Poco X7 Pro Iron Man Edition. Когда вы запускаете этого зверя, перед вами предстает полностью кастомизированный интерфейс с цветами и элементами Iron Man, создавая особую атмосферу от начала и до конца. Коробка тоже будет особенной, с новым оформлением, красным кабелем для зарядки, упомянутым чехлом и специальной скрепкой для SIM-лотка. Итак, это все, что мы представили сегодня. Poco X7. Отличная модель на каждый день. От $229. Со множеством фишек от Pro серии. X7 Pro прокачанный во всех смыслах, с новым дизайном и еще большей скоростью. И X7 Pro Iron Man Edition — одна из наших первых коллабораций с ценником $369. Это конец нашей первой презентации продуктов в новом году. Надеемся, вам понравилось. Для меня это было большим удовольствием. Увидимся в следующий раз.